Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев по итогам года провел двухчасовую пресс-конференцию. В этом видео мы остановимся на ключевых пунктах его выступления. Камчыбек Ташиев заявил, что ровно за 2 месяца государству было возвращено 2 миллиарда 700 миллионов сомов в качестве возмещения ущерба, нанесенного от коррупционных и экономических преступлений. По словам Ташиева, бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Раимбек Матраимов возместил 2 миллиарда сомов. Из них 1 миллиард 400 миллионов сомов было перечислено в бюджет страны наличными, а 600 миллионов было возмещено в виде 9 квартир и 1 торгового центра. Председатель службы подчеркнул, что Матраимов сам изъявил желание сотрудничать со следствием и сам рассказал подробно о том, сколько денег он и его подельники брали из одной фуры. То, что там Матраимовым было нанесено ущерб государству, бюджету около 2 миллиардов сомов, было установлено следствием. По ходу следствия было установлено. Каким методом они устанавливали и каким образом это 2 миллиарда, а не 1 миллиард или там 5 миллиардов. Это все установлено следствие. Это раз. Следствие подробно здесь рассказывать я не смогу. Самое главное, я скажу, что Матраимов сам захотел с нами сотрудничать. Он рассказывал подробную информацию, каким образом он нанес. Например, один из эпизодов я могу рассказать. Он говорит о том, что мы спрашиваем, где вы эти деньги взяли? Они говорят, с каждой машины, которая переходит границу Китай, Кыргызстан, они получали от 500 до 3000 долларов. Так? За его время работы мы посчитали примерно, сколько машин должно пройтись, и каким-то образом ущерб оттуда тоже вышли. Таким образом, сам Камчыбек Ташиев признает, что все следствие строилось на чистосердечном признании самого Раимбека Матраимова и простой арифметики. Количество фур, умноженное на сумму взяток. Но тогда возникает справедливый вопрос. За какие заслуги почти все квартиры, принадлежащие Матраимову, были переданы сотрудникам ГКНБ? Это не 90 квартир, это не 900 квартир, это всего 9 квартир. 9 квартир, которые мы обратили в государство по, как говорится, отличной работе наших сотрудников. Поэтому это мы решили этих квартир передать сотрудникам ГКНБ. Недовольство пользователей социальных сетей вызвал именно этот вопрос. И вот что об этом пишут люди. Если 1 миллиард 400 тысяч сомов, 9 квартир и торговый центр Матраимова оформлены в виде конфискованного имущества, то все сделано, к сожалению, незаконно. Поскольку действующие законы не позволяют конфисковать накопленные богатства признавшего свою вину в коррупции Раима Матраимова до тех пор, пока суд не вынесет обвинительный приговор в его отношении и этот приговор не вступит в силу. Поэтому до вынесения приговора Раим Матраимов мог передать свои богатства законным путем только в виде подарка. В общем, Дед Мороз. По конфискованным квартирам Матраимовых Фуги только по решению суда может а. принять на баланс квартиры, б. через аукцион их продать, направив в республиканский бюджет средства. Иных законных средств нет, и я, как вице-премьер-министр, другое постановление не могу подписать. На вопрос журналиста о самих сотрудниках ГКНБ, которые живут на широкую ногу, Ташиев ответил вполне популярной фразой «Дайте нам информацию». И добавил, что чекист должен жить скромно. Вот насчет наших сотрудников, которые там на широкую ногу живут, дайте мне информацию. Дайте информацию. Ни один наш сотрудник, я еще раз говорю, не будет жить богато. Хочешь жить богато, пожалуйста, увольняйся, занимайся бизнесом, не нарушай закон. Камчыбек Ташиев в своем выступлении публично обратился к судьям и чиновникам с просьбой продать свое незаконно нажитое имущество и передать вырученные деньги государству. Он сказал, что проверит каждого судью и каждого депутата. Сейчас я знаю, многие из вас начнут продавать свое имущество, многие из вас начнут там переадресовать другим своим родственникам. След-то остается. Каждого из вас мы будем проверять. Поэтому я вам советую что? Я вам советую продайте давайте свое имущество и доход государства.
или передавайте доход государства. Или передавайте доход государства. Это буду работать я досконально. Ташиев также добавил, что в отношении председателя Верховного суда возбуждено уголовное дело. Насчет Гульбары Калиевой, председателя Верховного суда. Да, по отношению к ней возбуждено уголовное дело. Дело расследуется. Мы нашли достаточное количество доказательств о привлечении ее к уголовной ответственности. Говоря о возможной дестабилизации ситуации в стране после президентских выборов, Ташиев также заявил, что если на улицы выйдут тысячи людей, то против них могут выйти миллионы. Может ли председатель Комитета национальной безопасности делать такие политические заявления? У нас есть конкретная информация, что некоторые кандидаты не ведут предвыборную кампанию, а готовятся к дестабилизации ситуации после выборов. Я очень надеюсь, что не допустим, тем более наш народ этого не допустит. Пусть эти дестабилизирующие силы, если выведут на улицу 1000 человек, 5000 человек, 10 тысяч человек, люди подумаются миллионами в данный момент. Миллионами люди подумаются. Пусть у них не будет никакой надежды о том, что они проведут, каким-то образом захватят власть или каким-то образом проведут какие-то дестабилизирующие митинги. При этом нужно отметить, что сам Камчыбек Ташиев стал председателем ГКНБ как раз-таки после масштабных митингов 5 октября, когда недовольные итогами парламентских выборов избиратели вышли на улицы, требуя отмены итогов голосования. В своей речи председатель ГКНБ заявил о том, что спецслужбы иностранных государств ведут активную разведывательно-подрывную деятельность против Кыргызской республики. В то же время Камчыбек Ташиев не уточнил о спецслужбах каких стран идет речь и о том, как именно эти спецслужбы манипулируют общественным мнением. Спецслужбы иногосударств проводят акцентированную работу по получению информации о возможных вариантах развития политической и религиозной ситуации в республике. Прогнозируется активизация деятельности спецслужб иностранных государств, направленная на дестабилизацию обстановки в Кыргызстане путем манипулирования общественным мнением с использованием политико-экономических, пограничных, межэтнических и религиозных проблем. Естественно, Государственный комитет национальной безопасности будет работать о нейтрализации данных угроз. Важно отметить еще то, что в этот же день, 24 декабря, проходило заседание Совета Безопасности. Но председатель ГКНБ, ключевой структуры в сфере обеспечения национальной безопасности, почему-то на заседание не пришел. Вместо этого он решил дать свою пресс-конференцию. Полную версию пресс-конференции Камчыбека Ташиева вы можете посмотреть на YouTube-канале Азаттыка, а также в Фейсбуке. Подписывайтесь на наши странички и на наш канал и получайте достоверную информацию первым.